Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы. Ситуация с COVID-19 по-прежнему напряженная. Власти региона призывают жителей республики к скорейшей вакцинации. Из-за ограничительных мер перенесен 13-й международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. В северных районах сегодняшнего дня заканчивается навигация для маломерных судов. Инспекторы ГИМС усиливают разъяснительную и профилактическую работу. 165 больных коронавирусом в тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся в медицинских учреждениях Якутии. Практически все из них – это люди, не получившие вакцину. 30 пациентов на искусственной вентиляции легких. Об этом на брифинге оперативного штаба сообщила зампред правительства Якутии Ольга Балабкина. При этом в республике достаточно вакцины. За последние сутки в регионе зафиксировано 220 новых случаев заболевания. Из них в Якутске 125. В Нерюнгринском районе 10 заболевших, в Хангаласском 9, в Мегино-Гангаласском, Татинском и Чурапчинском районах по 8 случаев. В Вилюйском 7, в Ленском 6, в Алданском и Верхневилюйском по 5. Еще в 9 районах от 1 до 4 заболевших. Вакцинирование является тем способом и той формой, которая позволит нам прежде всего не давать возможности вирусу поражать организм полностью. На 4 октября 2025 года в Республике Саха-Якутия достаточно вакцины от новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент способом защиты детей, в том числе от новой коронавирусной инфекции, является снятие тех моментов, которые связаны с возможным заболеванием их гриппа. Поэтому обращаем внимание на необходимость вакцинации от гриппа. В Центре опережающей профессиональной подготовки республики сегодня стартовал образовательный интенсив для участников регионального этапа проекта «Продвижение Дальний Восток». В нем участвуют представители профессиональных образовательных организаций Якутии. Мероприятие проходит в формате видеоконференц-связи из-за ограничительных мер по ковиду. Участниками мероприятия также стали представители Забайкалья, Бурятии и Амурской области. В рамках этого интенсива будут проходить различные мастер-классы, презентации лучших образовательных практик. А итоговым проектом станет разработка онлайн-курсов. Интенсив в столице региона завершится 7 октября. Мы привлекли федеральных спикеров больших, наши спикеры подключаются. Мы в течение 4 дней будем их прокачивать, обучать новым навыкам, компетенциям, которые нужны для проектирования образовательных курсов. И потом уже у них в течение нескольких дней будет возможность проектировать и показать нам образовательный курс. По итогам этого задания мы выберем 10 финалистов, из которых уже потом выберем команду участников Дальневосточного хакатона, который состоится в ноябре у нас в городе Якутске. В ноябре в городе Якутске мы ждем представителей Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, и всех их вместе здесь ждем, и для них проведем уже дальневосточный этап. В северных районах сегодняшнего дня заканчивается навигация для маломерных судов. В центральных районах ограничения вводят с 11 октября. Сейчас инспекторы ГИМС усиливают разъяснительную и профилактическую работу, проверяют у судоводителей наличие спасательных средств, удостоверения на право управления. В ходе проверки также распространяют памятные листовки по действиям чрезвычайных ситуаций. Нашим подразделением Хангаласского отделения ГИМС до окончания сроков навигации проводятся регулярные рейдовые мероприятия, а также профилактические беседы с охотниками и рыбаками нашего района. В случае нарушения сроков навигации маломерными судами на граждан будет составляться административный материал согласно КоАП Российской Федерации от 5000 до 10 тысяч. Амгинский район посетил известный русский писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович. Леонид Абрамович свой известный документальный роман «Зимняя дорога» писал много лет, долго изучая материалы, и всегда мечтал посетить местность, где происходила последняя битва гражданской войны, описанная в книге. И вот спустя 20 лет мечта осуществилась. Я вот даже когда писал свою книгу, когда она вышла, я не понимал еще, что это место значит для Якутии. Я понимал его символичность и тоже не до конца. Потому что вот тот интерес, который возник в моей книге, я просто затронул
такую вот болевой какой-то нерв, такую вот струну, которая отозвалась в тысячах людей. 13-й международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина, который должен был пройти с 14 по 17 октября на арене «Триумф» в Якутске, переносится на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Минспорта. Напомним, соревнования были посвящены 45-летию триумфа якутских борцов Павла Пенигина, Романа Дмитриева и Александра Иванова на летних Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. В 1954 году ушел из жизни Михаил Иванович Неустроев, главный режиссер телеканала «Якутия-24». Он отдал якутскому телевидению больше половины своей жизни. Талантливый и невероятный профессионал своего дела. Именно таким он и останется в сердцах многих поколений тележурналистов. Светлой памяти Михаила Неустроева. Материал Ульяны Шагиной. Иваныч. Именно так его звали те, кто работал с Михаилом Неустроевым до последнего его дня. Он ушел скоропостижно, но оставил после себя невероятный опыт, нажитый многолетним добросовестным трудом. Он начал свой долгий путь на якутском телевидении еще совсем юным. Не было и 20, когда молодой парень Миша устроился в радиотелецентр установщиком декорации первого разряда. С 1981 года он освоил профессию телеоператора и более 12 лет стоял по ту сторону телекамеры. Мы с Михаилом Ивановичем тоже очень много бок о бок работали. Он как оператор, я как техник, ассистент. И я тогда тоже буквально, ну не знаю, видоискатель в спину смотрел каждому из них, учился, впитывал. И очень многому, конечно, научился от Михаила Ивановича, от его отношения к делу. К своему делу еще с молодых лет он относился со всей скрупулезностью. Коллеги вспоминают, как ради одного красивого кадра пустынной Дворцовой площади мог нести на себе весь съемочный атрибут до того, как сведутся мосты и начнется новый день. Невероятная скорбная весть не стала Миши Неустроева. Утрата вообще невосполнимая для всех, для друзей, коллег, для всего якутского телевидения. А для меня она так велика, что прямо нет слов выразить. Таких профессионалов, каким был Миша, всегда очень и очень мало. Его потрясающий глаз-алмаз – это было что-то. Трудоспособность у Миши невероятная. Видение сути кадра, сюжета, всей композиции – это врожденный талант, свойственным только одаренному человеку, каким и был Миша. Страшно и невыносимо больно осознавать, что я больше никогда не увижу Мишу, не услышу его голос, не получу от него сообщения. Мы до самого конца очень верили и надеялись, что все обойдется, что Миша сможет. В самые свои последние дни из больницы он находил в себе силы, чтобы написать и успокоить. Светлый, бесконечно добрый, заботливый, смешливый наш Миша. Огромное счастье, когда коллеги становятся близкими друзьями. Спасибо тебе, Миша, за то, что ты был в моей жизни, за наши с тобой разговоры, за поддержку и за плечо, которое я ощущала всегда. Спи спокойно, дорогой и любимый друг. Глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким. 1993 год. Михаил Иванович решает направить свой творческий взгляд на режиссуру. Для телевидения это одна из ключевых и важных профессий. Требовательный не только к своим коллегам, но и к себе. Он воспитал не одно поколение телевизионщиков. Каждому из нас он имел свой отдельный подход. Ко всему относился с юмором, но в то же время очень ответственно. Всегда был в курсе всех новинок. В техническом плане ему равных нет даже среди молодых. Он самый большой профессионал своего дела, которого я когда-либо знала, и очень чуткий, ответственный, добрый человек. Один из немногих, кто испытал на себе разные этапы производства фотоматериала, от ручной бобинной пленки до современных автоматизированных телекамер, и всегда с легкостью подстраивался под влияние времени. Мы всегда общались по WhatsApp,
И почему-то это всегда происходило ночью, потому что когда надо было записать очень важные мероприятия, события, которые показывались, транслировались в федеральных телеканалах, не всегда приходилось будить главных редакторов, режиссеров. Всегда писал Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович всегда был начеку и всегда почему-то говорил, что он знает и уже записал. Так и у меня остаются только такие воспоминания. Действительно, это был тот человек, на которого всегда можно было надеяться. До последних своих дней он работал главным режиссером телеканала «Якутия-24». И хотя зрителям, наверное, не видно, каковы его заслуги, тем не менее можно сказать, что все нововведения, которые сейчас внедряются на нашем телеканале, это его большая заслуга. Он знал все о телевидении, он знал все о монтаже. Любой вопрос, любой, абсолютно, он мог всегда разрешить. В нем было удивительное качество, он очень любил людей. Он казался с виду таким суровым, казалось, как-то вот иногда такой вот он ворчливый, такой где-то вот иногда как будто как колючий. Но на самом внутри деле он был очень добрым. Он всегда мог подсказать. В нем не было ни капли опломба, хотя он достиг вот действительно вот мастерства, наверное, высокого уровня. Высокий профессионализм, талант и невероятное чувство юмора подкупают любого, кому он повстречался на жизненном пути. Он никогда не ленился сам и не любил, когда ленятся. Был наставником и другом для многих поколений. Многим он молодым и до последнего дня своей жизни фору мог дать. Несмотря на свой возраст, он достаточно был продвинутый, всегда осваивал технологии. И на самом деле это большая потеря для якутского телевидения. Мы с коллегами, с бывшими коллегами что-то придумаем, чтобы сохранить память о Михаиле Ивановиче, чтобы и дальше знали и помнили, что был такой сотрудник Михаил Иванович Неустроев, который внес огромный вклад в развитие якутского телевидения. Красивый, энергичный, полный сил и замыслов. Он до последних дней говорил и жил своей работой. Михаил Неустроев оставил после себя огромный опыт, багаж знаний, который теперь будет передаваться следующему поколению телережиссеров. Талантливый человек, который был талантлив во всем. Светлая память нашему другу и коллеге Михаилу Ивановичу Неустроеву. Гражданская панихида и прощание с Михаилом Ивановичем Неустроевым состоится завтра в 9 часов утра в траурном зале «Некрополь» по адресу город Якутск, Сергелякское шоссе, дом 2/8. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.